Сейчас. На это место мы хотели попасть, наверное, с того момента, как я впервые открыла книгу «Пути великих свершений», том 1. И вот очень здорово читать, вернее, когда читаешь описание, да, большой каменный нос, там, условно, кусок хребта, да, место, куда там пришвартовался Семен Дежнев. И ты на самом деле себе представляешь что-то очень абстрактное. И когда ты оказываешься в этом месте на самом деле и видишь своими глазами, как шли, куда шли, насколько это сложно, даже в современное время, сейчас, да, чтобы попасть на это место, нужно, во-первых, просить у духов, чтобы тебя пустили, во-вторых, нужно действительно дождаться погоды. То есть попасть сюда в 17 веке это просто какое-то чудо, и я понимаю, что, наверное, люди, которые сюда шли, они, может быть, даже Богу благодарили за то, что их сюда пустили, потому что это было удивительно. Огромное количество экспедиций хотело пройти этим путем, обогнуть, так сказать, мыс и найти более короткий путь на Анадырь, в Китай. Потому что об этом пути, на самом деле, грезили же и европейцы тоже, но они просто не знали, насколько это тяжело. Вот. И то, что единственному человеку, да, который, задокументирован, что вот его кость тут прошел, Семен Дежнев, это, конечно, я представляю, насколько для них это было значимо, важно, и как они, наверное, внутренне восхищались и были взбудоражены, увидев эти места. А особенно удивительно, что они же еще прошли дальше, к островам, которые разъединяют фактически как будто бы рука, которая тянется, два материка друг к другу стремятся, но, скажем так, их разделяют вот эти вот 60 километров водной глади, которая совсем на самом деле не гладь, она какая-то очень бурная и стремительная, и как будто бы вот не дает этим материкам соединиться. Но находиться между двумя, скажем так, разными мирами, между завтра и вчера, на самом деле, да, это потрясающее ощущение. Годами, а мы добрались всего за 3 дня. Но чувства, я думаю, испытываем такие же, как и Семен Дежнев.